Спасибо. Икрамидин Назирович. Да, вопрос. Пожалуйста, вопросы. Микрофон ближе, пожалуйста, я вас предупреждаю. Вам тоже такой же вопрос. В соответствии с статьей 300, почему в статье 397 нету вот этих иных лиц, кроме участников процесса, а в кассационном праве на кассационное обжалование они есть. Но в то же время в этом, если в апелляционном порядке не, так сказать, не обжаловано, то в апелляционном порядке, в кассационном порядке уже нельзя вообще рассматривать. Как тогда использовать это в кассационном порядке лица, чьи интересы затронуты, как они могут обжаловать в кассационном порядке, если в апелляционном порядке их нету? Там сужена вот эта категория лиц. И как на это смотрит Министерство юстиции? В данном случае вот надо изучить вопрос части кассационного, конечно, но согласно статье 100, получается, круг участников довольно широкий, то есть лица, любые лица, да, которые были затронуты решениями судов. То есть, да. Поэтому данные формально, с точки зрения, как говорится, принципа правовой определенности, данного статье 100, данное определение круга лиц отнесено законодателю. То есть непосредственно круг лиц определяется законом, кто имеет право обжаловать решения судов. Соответственно, законодатель в рамках Уголовно-процессуального кодекса определил конкретный перечень лиц. То есть, и, как уже было сказано, в целях процессуальной экономии, то есть, потому что если так рассматривать очень широкий круг лиц, то есть могут сюда относиться кто угодно, да, то есть можно, там, я не знаю, сколько категорий лиц подвязать под этот перечень, да, поэтому с учетом международной практики, с учетом опыта других стран был определен именно такой перечень круг лиц, который имеет право на обжалование апелляционной инстанции. В части кассации я немножко здесь затрудняюсь ответить, потому что я не правоприменитель, не практик, и, соответственно, я думаю, есть разница, поскольку апелляционное обжалование – это обжалование приговора, который еще не вступил в силу законную, соответственно, кассационное – это уже, оно может, как говорится, уже обжалуется приговор, уже вступивший в силу. Поэтому здесь уже вопрос, наверное, к Георгию Кенешу, к законодателю, почему здесь не были это, почему круг лиц был определен таким образом именно, ну, и почему есть отличие от кассационного обжалования. То есть я думаю, это в рамках... Ну а Минюст, почему вы же имеете право законодательной инициативы, почему вы не подсказываете Георгию Кенешу, что здесь надо немножко, так сказать, привести в соответствие с Конституцией? Вот круг лиц, который указан в праве на кассационное обжалование, он соответствует статье 100 Конституции. А 397 она не соответствует. Там он сужен круг. Сейчас же мы именно рассматриваем. Почему на это не смотрите? Статью, поэтому предмет рассмотрения немножко сейчас, то, что вы говорите, оно выходит за предмет рассмотрения данного дела. То есть я думаю, если мы будем рассматривать соответствие этих статей, потом, наверное, уже выйдем на это, да? Ну, относительно сейчас поставленного вопроса, да, что в соответствии Конституции статья 397, мы считаем, что в принципе в Конституции данное право было делегировано законодателю. Законодатель посчитал необходимым, исходя из правоприменительной практики, исходя из международного опыта, определить круг лиц в таком виде. То есть мы тоже смотрели из уголовно-процессуального законодательства других стран. В принципе, круг лиц он соответствует, да, который имеет право на обжалование апелляционное. Поэтому в данном плане такого прямого противоречия Конституции нет, потому что формально круг лиц имеется, который перечислен конституционным в статье 100 Конституции. У вас все, да? Икрамидин Назирович, у вас есть еще вопрос? Нет. Нет, да? Самат Хаштабекович, у вас есть вопрос? Вопросов нет. Спасибо. Миржуль Слубеховна, пожалуйста. Аязду Узбекович, скажите, пожалуйста, вот вы перечислили критерии или какие-то пределы
да, процессуальная экономия, должна быть правовая определенность, стабильность, да, решений судов. И если, в принципе, посмотреть эти, скажем, принципы процессуальной экономики, правовой определенности и стабильности с принципами доступа к правосудию, как вы считаете, каков приоритет здесь? Приоритет этих принципов: доступ к правосудию, с одной стороны, и право на процессуальную экономию, даже элементарно. Какой приоритет должен быть? Какое право должно быть приоритетным? Вы знаете, то есть в любом случае должен быть обеспечен баланс приоритетов, да? Потому что преобладание одного приоритета над другими может негативно повлиять. Поэтому здесь тоже необходимо выбирать, да, когда, если я вот тоже понимаю, прекрасно понимаю, да, сторону, когда обращаешь в сторону, что, но если включать, там, может затронуть решение, может затронуть большой круг лиц, каждый может заявить о своем праве, те же наследники потерпевшего и так далее, и тому подобное. Соответственно, в данном случае интерес правосудия может, тоже может быть, это процессуальная экономия может. Вот сколько дел у нас затягивается, да, сколько дел годами рассматривается, не уносится, не достигается цели правосудия, да, и потерпевшая сторона может пострадать, и обвиняемая сторона, то есть если в данном случае, если обвиняемая сторона признает свою вину, да, то есть заключает соглашение о сделке, то есть его тоже могут интересы страдать. Да, то есть, поэтому в какой-то мере баланс должен быть. Конечно, приоритет – это доступ к правосудию всех, то есть право на судебную защиту, но при этом баланс должен соблюдаться. Вы считаете, что практически у всех, вернее, если мы дадим возможность как бы, да, иным лицам включиться в этот процесс, то вы говорите, что всем лицам, возможно, будет предоставлено. Там же есть ограничения. Там и сама Конституция говорит об ограничении, что иные лица, только те интересы и права, которые затронуты конкретным судебным решением. Да. Вот и если эти интересы затронуты, вы считаете, что их нельзя, они включаются, как вы говорите, все другие лица? Ну, здесь надо тогда четко определить. То есть должны быть критерии, вы хотите? Да, критерии, да? Тогда. Ну, просто я, например, не правоприменитель, я не знаю, да, кого еще могут затронуть. Да. То есть вы думаете... Может быть, но я предполагаю, что это может быть очень широкий круг лиц. Да. То есть вы должны думать, что должны быть определенные критерии для того, чтобы допустить. Да, вот кто-то должен доказать, да, что вот это его интересы затронуты. Или лицам, на имущество, на которых наложен арест, да, производство, меры медицинского характера, да? То есть здесь какие-то критерии уже есть. Лицо ответственно за возмещение материального ущерба, морального вреда. То есть эти вопросы уже уточнены. То есть, соответственно, и я, насколько понимаю, законодатель это исходил из международной практики, потому что мы тоже при формировании позиции смотрели опыт других стран. Да? То есть везде, вы смотрели международную практику, да? Да, везде, в принципе, основной это субъект обжалования, кто имеет право на обжалование, это участники процесса. И получается вот эти некоторые категории лиц, которые могут иметь отношение. Да? То есть, в принципе, там нету необоснованного расширения, да? Или на усмотрение судьи там, да, и так далее. В принципе, я думаю, здесь как бы согласуется и с практикой. Ну, вы смотрели международную практику? Да, у нас есть, вот, в принципе... Какой страны вы смотрели? Россию, Казахстан, да. То есть наши... Да, Россию посмотрели, да. У вас есть рядом российская УПК? Вот. Право апелляционного обжалования принадлежит осужденному, оправданному, их защитникам, законному представителю, гособвинителю, прокурору, потерпевшему, частному обвинителю, их законным представителям и представителям, а также иным лицам в той части, которая обжалуемое решение затрагивает их права и законные интересы. Так, то есть они указали все-таки иные лица, да, иные лица они вот в этой части указали, да. Но основной приоритет это осужденным, оправданным и так далее. И это уже участники процесса. А вот конец, если вы прочитаете еще раз, то вы увидите, да, там. А также иным лицам в той части, в которой обжалуемое решение затрагивает их права и законные интересы. В той части, да. То есть у них есть, получается, да, в России это есть, да. А в Казахстане тоже смотрели? В Казахстане право апелляционного постановления приговора принадлежит осужденным, оправданным, их защите, в том числе вступившим в производство по делу по соглашению приговора, их представителям, законным представителям.
Всё, У них самый гражданский- последний Гражданский истец, гражданский пункт, ответчик, посмотрите. их представители вправе обжаловать приговор в части, относящейся к гражданскому иску. Нет, самый последний пункт, посмотрите там, этой же статьи казахстанской. Тут первый, второй пункт. Да. Так. Ну вот, обжаловать судебный акт вправе также лица, не являющиеся сторонами в данном деле, если постановление касается их прав и законных То интересов. есть, ну, вы говорите, что вы смотрели международную практику. А Ну, там международная практика немножко, немножко другая, чем вы сейчас сказали, правильно? Ну, я имею в виду в том плане, что... Да, спасибо. Нет других вопросов? Присаживайтесь.